Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши просмотры, за вашу помощь и поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и посмотрим такую тему. Кто очень-очень сильно хочет вас обнять прямо здесь и прямо сейчас? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. И давайте посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая красивая картинка. Смотрите, в центре стоит человек, у которого в руках голубь. Видите, вот голубь крылья расправил, лететь хочет вправо, к вам, к вам. Здесь человек не только вас обнять хочет, он хочет с вами поговорить, либо общаться, быть вместе, чем-то вам помочь, да, что-то свое вам передать. Здесь не только сердечное, не только физическое, здесь еще и душа к вам просится, да? Потому что по голуби очень часто проходит душа. Человек, который сейчас к чему-то, либо к кому-то привязан. Да? Человек не обладает той свободой, чтобы все бросить и к вам пойти, либо вам в чувствах признаться. Опять же, это общая отсылка. Вы все разные, все разные. Между вами и этим человеком существует дорога. Дорога, которая сейчас лежит не в горизонте, а в вертикали. То есть невозможно быть вместе, невозможно соединиться с вами. Сейчас этот человек может лишь только думать и мечтать, да, желать вас, заключить свои объятия, обнять, к себе прижать, да, сказать вам какие-то невероятные трогательные слова. Смотрите, человек привязан не по своей воле, а вот такое стечение обстоятельств. Смотрите, опять же, все разные. У кого-то отыграется, что человек живет в другой стране, да, и между вами вот эта вот вертикальная дорога, которую нельзя преодолеть. У других отыграется, что человек живет в другой семье, да, и отношения на данный момент невозможны. У третьих отыграется, что человек где-то в командировке, по делу, какая-то работа, и он не может оттуда вырваться, чтобы быть с вами, чтобы обнимать вас, целовать вас, шептать вам нежные словечки на ухо. Но где бы он ни был, с кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, поверьте, целиком и полностью все свое время, все свои мысли, все свои чувства он посвящает только вам и лишь вам, и никому другому. Так мне идет. По поводу этого человека я могу добавить, что человек в свое время допустил какие-то ошибки, наделал каких-то ошибок. Он уже все осознал, уже во всем раскаялся. Знаете, как слово даже дал. Слово дал больше никогда и ни при каких обстоятельствах не допускать этих ошибок. Все, поклялся, сам себе поклялся, возможно, еще и вам поклянется, да, никогда более не допускать этих ошибок. Здесь не одна ошибка, здесь несколько. И все эти ошибки — это как череда ошибок, которая привела вот к такому состоянию, что я ее люблю, хочу, желаю, но не могу быть с ней вместе, не могу. У многих из вас отыграется, что вы с этим человеком общаетесь по переписке, либо по телефонная связь. Да? Это может быть как и в прямом смысле слова телефон, так и какие-то мессенджеры. Да? Есть общение. У других общения вовсе нет. Только лишь мысли друг о друге у вас присутствуют. Но, к слову сказать, вы также на этого человека смотрите. Вы сейчас понимаете, о ком я говорю. Либо вы сейчас подумали об этом человеке, и да, это он.
да, это он. Вы к нему тоже неравнодушны. Кто-то из вас любит, ждет, надеется, а кто-то, ну, реально обижен на него, да, считает, что да, ты виноват, это ты, и из-за тебя мы не вместе, там, разбил мне сердце, ах ты паразит такой, неправильное решение принял. Да все он уже осознал, все он уже понял, девчонки, все понял. Так, по поводу вас пару слов. Вас здесь показали очень статной, красивой женщиной. Вот кто вас окружает, неважно, знакомые, незнакомые, вот все люди восхищаются вашей красотой, вашим обаянием, вашим умом и вашей какой-то жизненной силой, которая просто вот струится из вас. Восхищаются. Но вы себя очень критически рассматриваете. Вы постоянно себе ищете и находите какие-то недостатки. Вы себя постоянно за что-то ругаете. И вообще у вас жизнь какая-то беспокойная. Вы часто себя накручиваете на какой-то негатив. Как рассмотреть себя в зеркале не можете. Либо не разрешаете себе допустить мысли, что вы прекрасны. Жизнь какая-то у вас непростая, очень непростая. Здесь были периоды каких-то взлетов, но их было крайне мало. И больше вот как беспокойство, проблемы. Постоянно вот как сыпятся. Из такого, знаете, пресловутого рога изобилия, как на вас сыпятся эти все проблемы и беды. Вам, кстати, очень много людей завидуют. Еще раз говорю, не только тому, какая вы есть, но и тому, что вы сильная, что вы самостоятельная, независимая, что для вас нет слова «не могу». Да? Вы всегда, даже через «не могу», идете к своей цели. Такой вот человечек. То вы еще должны знать. Здесь человек, который, ну, я не знаю, как-то с вами связан работой, по работе, может быть, это какой-то ваш клиент, клиентка, хотел бы вас обнять, но обнять чисто по-дружески, ну, вот как поблагодарить вас, да, объятиями. Человеку вы сделали очень хорошо, либо очень приятно, либо очень качественно, либо с какой-то работой просто превосходно справились. И вот человек такой сидит и думает, вот увижу, обниму, расцелую, но потому что гениально, просто гениально. То, что вы сделали, либо то, чем вы занимаетесь, это просто гениально. То есть очень-очень нравится. Человек не только вот удовлетворение получил, не только качество, но еще и какой-то кайф словил, да, от вас, от вашей работы, от того, что вы такая есть. Не знаю, начальник, какая-то клиентка, клиент, человек, с кем вы как-то периодически встречаетесь, общаетесь и никак не может успокоиться, все думает о вас, думает, может быть, смотрит на вашу работу, думает, ну как, это же гениально, шедеврально, какая она чудесная. Так, еще. Здесь ребенка показывают. Ребенок хотел бы вас обнять. Может быть, это ваш ребенок, может быть, это ваш внук, либо внучка, а может быть, это чей-то ребенок, который вас очень любит и очень хорошо к вам относится. Прям хочется вас обнять, сказать вам какие-то секреты свои, да, передать, о чем-то с вами поговорить, обсудить, вообще в вашем обществе побыть, в вашем обществе. Вы умеете с детьми справляться. Вообще вас дети очень сильно любят. Ваши, чужие, неважно. Прям чувствуют, что вы настоящие, да, что вы не играете, что вы никакие маски не носите. И дети же, они же чувствительные. Любят вас дети. И конкретно вот один ребенок хотел бы именно сейчас быть с вами в ваших объятиях, либо просто к вам прижаться. Прям четко показали. Так, еще мне показывают мужчину, с кем вы недавно как-то контактировали случайным образом. А может быть и специальным, но, как бы это правильно сказать, да, мужчина, он про вас ничего не знает. Так же, как и вы ничего не знаете. Только он вам не интересен, а он вами загорелся. Загорелся именно в каком-то интимном плане. То есть прям зажегся от вас. Вы такая жаркая были. Вы такая были обворожительная, манкая. Ему уж прям не по себе было. Мужчина очки носит. Очки, либо был в очках.
Очки могут быть как обычные для зрения, так и, например, солнцезащитные очки. Вот все думает о вас, все думает, все вспоминает. Говорит, вот бы мне такую женщину. Ох, я бы тут вспомнил лучшие годы. Понравились. Кстати, не исключено, что этот мужчина вас разыскивает, либо будет делать все для того, чтобы еще раз с вами встретиться, пообщаться и уже как-то вам, ну, например, намекнуть на свои ощущения, на свои чувства, на свой интерес. Мужчина, кстати, интересный вышел. Неплохой, ну, обычный мужик со своими плюсами и минусами. В принципе, как знакомый, как, например, друг. Почему нет? Почему нет? Если ваше сердце свободно, вообще прекрасно, да, можно попробовать пообщаться, повстречаться. Так, еще. Здесь большой-большой человек, как крест такой большой, тяжелый, с крючком. Женщина рядом с ним, липучая, приставучая. Скорее всего, кто-то из вашего давнишнего прошлого. Человек, с кем вы были вместе. Может быть, в паре, может быть, в браке. Вы были вместе, сейчас вы не вместе. Он сейчас с другой женщиной находится. В последнее время он все чаще о вас думает, все чаще вспоминает. То ли он вас недавно видел, то ли он какую-то информацию о вас получил, то ли он вас в соцсетях нашел. Смотрит на вас и диву дается, какая вы стали шикарная, как вы поменялись, какой у вас взгляд стал такой роковой, уверенный в себе. Ну, чудесно, вы чудесная женщина. И вот он сидит и думает, боже, какой я кретин, вот как я мог так лохануться, упустить такую прекрасную, шикарную женщину. Вот, но рядом с ним пиявка. Пиявка, она его никогда не отпустит. Вот пока она с него всю силу, всю кровушку не выпьет, она его никогда не отпустит. Никогда. Ему сейчас не плохо, а вот ей с ним очень хорошо. Здесь стена между вами. Тут, в принципе, я не вижу ни контакта, ни связи. Здесь эта пиявка, да, она сделает все, чтобы этого мужчину не то чтобы к вам, вообще оградить, закрыть от всех женщин мира. Да? Мой и только мой. Еще кажется, что она какой-то энергетический вампир. И, кстати, у некоторых отыграется, что эта женщина, она что-то делала в виде магии, либо какой-то шантаж применяла, да, чтобы этого мужчину у вас забрать. К себе его, да, приманить, привязать, присосаться к нему. Вот она это делала. Сейчас этот несчастный мужик думает, что он дурак. И, в принципе, оно так и есть. Хотел бы он, конечно, вас обнять, к себе прижать. Даже не с точки зрения интима, а с точки зрения вот родная душа, да, родной человечек. Но это невозможно. Это невозможно. Единственное, что вот в мечтах, да, в мечтах он очень как нежно вас к себе прижимает, в своих объятиях содержит, только лишь в мечтах. Так, еще. Смотрите, здесь объятия какие-то нечестные. Нечестные, как ложь, как мошенничество, как прикрытие. Есть человек, который, ну, либо вами пользуется, либо хотел бы воспользоваться. Человек будет претендовать на роль вашего друга, вашей подруги, будет постоянно вот какой-то тактильный контакт. То есть взять вас за руку, там, прижаться к вам, обнять вас, там, целоваться с вами. Ну, знаете, как друзья целуются там, в щечку. Вот кто в вашем окружении это делает, либо начнет делать в ближайшее время, знаете, что этот человек вами пользуется, либо хочет вами воспользоваться. Прям присмотритесь к этому человеку. Здесь человек, вот эту близость, эти объятия, это для него как прикрытие, либо для нее прикрытие своих истинных целей. Ну, типа, вводит вас специально в заблуждение, что типа я друг, я подруга. Да, смотри, мы же обнимаемся, да, мы же там целуемся, мы же за ручку ходим. А на самом деле это прикрытие, да, такой маскарад происходит. Подумайте, кто вот прям к вам в последнее время лип.
Либо присмотритесь, кто будет липнуть. Бегите от этого человека подальше. И не доверяйте этому человеку ни при каких обстоятельствах. Потому что здесь явно чувствуется желание вами воспользоваться. Просто желание воспользоваться. Так, ну и возвращаемся к этому мужчине, который сейчас с вами на расстоянии находится, к этому голубю, которого он держит в руках. Девчонки, не сегодня, может завтра, может послезавтра вы от этого мужчины что-то получите. Доброе слово, добрую весточку, может быть даже посылочку, либо денежный, что-то вы от него получите. И вы уж точно поймете, что это он. То, о ком я вам говорила. По поводу его действий не сейчас, но в обозримом будущем я вижу, что мужчина вырвется к вам, приедет, переедет. Здесь от него движение будет, движение в вашу сторону, однозначно будет. Будет и движение, будет и разговор. У кого-то даже совместная дорога будет. Так что у вас с этим человеком все еще впереди. То есть у него получится исполнить свою мечту, обнять вас, 100% получится. И вы знаете, вы будете не против, абсолютно не против. И у многих отыграется, что вам тоже очень понравится с этим человеком обниматься. Такая картиночка идет взаимности, взаимность между вами. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.